layık yalvarayık, kolumuzu alayık, dilimize calayık. Allah'tan gelgen ulluk iyilikle kendi kalayık. Algış, gelinin yeni evine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen geleneksel bir duadır. Gelgen biz kara saçları bula. Tepsetir biz hani keliller alıp caşları bula. Amin. Sıncını kuruşmasın, sabileri bozsa bu kelinli birbiriyle vuruşmasın. Amin. Allah büyüke bek versin, kök versin. Açkanı kök versin, altını terk versin. Amin. Koyu verse cüllüsün versin, inek verse sütlüsün versin, at verse şapkanın versin, eşek verse cortkanın versin, öküz verse tartkanın versin. Amin. Kökten cavan cavun kibik, zerde bitken kırdık kibik, üşen çikli cibil sayın, kurmallıklı tügü sayın bir versin. Amin. Не русский я, но россиянин. К этим словам от души присоединится каждый из нас. И карачаевец, и черкес, и абазинец, и нагаец. Да, все мы россияне, хотя по национальности и не русские. Ведь родина наша великая советская Россия, и неотделимая частица ее Карачаево-Черкесия, наша автономная область в горах Большого Кавказа, рядом с Эльбрусом. Сосед наш, горный великан, привыкли мы к нему, пьем воду его рек, складываем о нем песни, проникаем в недра великана. Но доступ туда открывается лишь тем, кто умеет трудиться с отвагой и упорством. И вот они, проходчики подземных маршрутов семилетки, глубоко под Эльбрусом, в штольнях рудника, которому он, великан, подарил свое имя. Бригадир добытчиков руды Иван Никитич Чепраков. А рядом Василий Каргинов, осетин. Магомед Сариев, карачаевец. В каменном царстве при свете горнятских лампочек завязалась их крепкая рабочая дружба. Каждый день отдает Эльбрус частицу своих богатств, но не жалеет, берите, коль сумели отвоевать. И уходят к людям цинк, свинец, медь, уголь, дары нашей земли. Щедрой бывает она, родная земля, когда чувствует настоящего хозяина. Или хозяйку, Зулейха Битокова, мастерица 120-центнеровых урожаев богатырского зерна. Подружились Черкешенко с украинкой, и от Эльбруса до Карпат перекликаются друг с другом своим трудом. А с кем дружите вы, Мария Хамидовна? С юными соратниками из ученической бригады. Из Веневая Хубекова, делегат 22-го съезда партии. И эти школьники с одинаковой заботливостью растят кукурузу на полях своего колхоза «Кубань». Кубань — река.
Ее можно величать Эльбрусовна, ведь она дочь нашего великана. Скоро и придется изменить привычное течение вод. Выйти на бескрайние равнины Ставрополья. И степи, забыв о засухе, подарят земледельцам 3 миллиона гектаров новых пашин. Те, кому достанутся эти пашни, добрым словом помянут строителей Кубань-Калаузской растительной системы, в том числе и вас, Иван Филиппович Егоров. Вас, Исхан Дугуевич Тоттуев. Русского и карачаевца. На стройке, как и повсюду в Карачаево-Черкесии, работают люди, которые говорят на 5 языках и отлично понимают друг друга, потому что один из 5 — язык Ленина, язык дружбы народов. Новая оросительная система окажет неоценимую помощь труженикам сельского хозяйства. И в расчете на то, что сельскохозяйственной продукции будет все больше и больше, строится этот завод, Эркен-Шахарский сахарный, крупнейший на Кавказе. Есть уже сырье для завода. На землях Карачаево-Черкесских 3-й год возделывают сахарную свеклу и получают по 250-300 центнеров с гектара. В долинах Черкесии, в горах Карачая часто случается встретить интересных людей. Тобай Хаджи Махмудович Узденов. Из года в год на Психенской горной поляне пасутся гурты его бычков. В колхозе имени Красных партизан он старший гуртоправ, среди умелых самый умелый. Что ни день до 1,5 килограммов прибавляет в весе каждый из питомцев Тобая Узденова. А их 2 с лишним сотни, вон как растянулись. Пройдемся дальше по горным пастбищам, фермам. В Зеленчукском колхозе имени Ленина можем познакомиться с сестрами Щербаковыми. Их 3: Валя, Рая, Вера, доярки. Сестры всегда вместе, и работа у них спорится, и не покидает девушек хорошее настроение. А думаете, эти симпатичные телушки не чувствуют настроения своих нянюшек? Еще как чувствуют. Ажа Каспотович Байчоров, чабан с полувековым стажем. Его старший сын Магомед. Средний Ильяс. Младший Кады. Хаби Телебековна, их мать. На попечении семьи Байчоровых 650 мериносовых овец, не считая многочисленных малышей. Вот вам и семейственность. Но можно чувствовать себя членами одной семьи и не будучи родственниками, как в этом рабочем коммунистическом коллективе. Совместный труд сблизил и проднил Юрия Федорова, Павла Волкова, Владимира Хуранова. Фамилии разные, но честь у трудовой семьи одна, общая. И удостоверяет ее эмблема родного завода. Этой фабричной маркой будет отмечен первый в нашей стране холодильник на колесах. Работали над его созданием
Александр Артемьевич Маринич, главный конструктор. Григорий Николаевич Гавриленко, мастер. Четырехтонные авторефрижераторы готовятся к серийному выпуску. Только освоили одну машину, уже на очереди следующая. Она будет перерабатывать мясо кур, уток, индеек непосредственно там, где их откармливают, на фермах. И никакого ручного труда при этом не потребуется, все тут механизировано. Как видите, есть чем гордиться большой рабочей семье города Черкесска. Черкесск — наш областной центр, а когда-то тут была станица Баталпашинская, грязная, пьяная, безграмотная. Но о тех временах и вспоминать не хочется, разве только для сравнения. Ну что ж, сравним. Станица Баталпашинская, 2 медика, город Черкесск, 500 медицинских работников, в их числе известный хирург, кандидат наук Виталий Григорьевич Вальтер, хирург Карачаевка Людмила Батчаева, и целая плеяда молодых врачей. У жителей Черкесска профессии самые разные. И машиностроители, и медики, и деятели искусства. Заслуженные артисты Российской Федерации. Мать и сын. Сури Ярыжева и Георгий Дзыба. Репетируется танец исламей, что по-черкесски означает «огненный». В областном центре немало и журналистов. Смотрите, сколько тут печатают газет. Черкесские, Карачаевские, Ногайские, Абазинские, Русские. И на тех же 5 языках выходят книги, до 100 названий в год, тиражом 130-150 тысяч экземпляров. А это их авторы. Абазинский поэт Кали Джигутанов, ногайский лирик Суюм Капаев, Хайрамат Байрамукова, поэтесса Карачаевка, Лейла Бекизова, критик. Трилогию «Аманат» заканчивает карачаевский прозаик Осман Хубеев. Хусейн Гашоков — зачинатель черкесской поэзии, и первый из его творческих друзей — журналист Андрей Лаврентьевич Попутько. Абдуллаха Наштовича Охтова волнуют образы героев гражданской войны. Он пишет роман о тех, кто водрузил над Карачаево-Черкесией знамя советской власти. А в их строю были председатель Хумаринского ревкома Нарик Джигутанов, боец Кочубеевской бригады Петр Изидорович Петровский. Живые страницы истории. И здесь вспоминают о былом. Но только эти девушки и юноши почти вдвое моложе своей родной автономной советской области, которой исполнилось 40 лет.
Завтра они станут педагогами и сами будут рассказывать своим ученикам о тех временах, когда к горцам Кавказа пришел Ленин. Студенты 15 национальностей живут и учатся в Карачаевске. Не зря его называют городом юности, городом студентов. А где юность, там, конечно, и песня. Эльбрус красавец, смотрит сквозь тучи, белой попаке в снегу. Этой вершиной славной могучей налюбоваться не могу. Но обычный учебный день характерен здесь спокойной деловитостью. Вчерашние чабаны, доярки, трактористы входят в сложный мир современной науки. Наука и сама приходит в край горцев. Возле Эльбруса на перевале Шат-Жермаз поселились астрономы. Высота 2137 метров над уровнем моря. Хоть на 2 километра, но все-таки ближе к звездам. Не совсем так. Просто здесь, как нигде в другом месте, бывает много ясных солнечных дней. А именно солнце — цель их наблюдений. Да, много солнца у нас в горах, и климат благодатный, и природа неповторимо чудесная. Поэтому и возникла идея построить в Домбае и Архизе новые первоклассные базы отдыха, туризма и спорта с комфортабельными гостиницами, подвесными дорогами, с горными стадионами олимпийского класса для лыжников, конькобежцев, хоккеистов. Проекты готовы. Отпущено 10 миллионов рублей, и стройка вот-вот начнется. Все это будет здесь. Сосны льют ароматный, запах свой благодатный. Не спеши, подыши, подымись на озера, посмотри наши горы, отдохнешь от души, отдохнешь от души. Раздолье тут лыжникам. Каждый склон — готовая трасса для слалома.
Состязаются мастера высокого класса, и советские, и зарубежные. Спортсменам всего мира хорошо знакомо имя этой страны здоровья – Домбай. Так мы и живем рядом с Эльбрусом. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ben Allah'ın atımla başlayma. İman bir nürterektir. İman bir nurterektir, anı bilme gerektir. Anı bilmeden kişi bir Allah'tan arektir. İslam nereden bestat, anı bilme tıttaktır. Anı bilmeden kişi adamlığa hettaktır. İmanla bir İslam'la kalp oturmaya rağmen zaten mulan bildiğinden Allah sana soramaz. Arap'ta şartı kıldır, vatlaga nasihatka. İman İslam hatta kalma şahadatka. Allah'ın kimdir senin? Allah'ın birdir. Peygamberin? Muhammed Peygamber. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Kaçandan beri? Kavgalardan belli. Kalıbalı'da ne zamandır? Allah Teala'nın kesbetten zamanı. Senin Müslümanlığına benim şeklim var. Ben şahitim var. Şahatin nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kimli ümmetindensin? Muhammed Peygamber'le. Kimli milletindensin? İbrahim Peygamber'le. Kimli masabındansın? İmam Şafii'nin. Atan kimdir? Adam aleyhisselam. Anan kimdir? Hava aleyhisselam. Kökten neçe kitap düşken? 104. Kimge? Öyle Şiş Peygamber'e, 30 İdris Peygamber'e, ona adam Peygamber'e, Tevrat Musa'ya, İncil İsa'ya, Zar Kur'an Muhammed Peygamber'e. Muhammed Peygamber'in sihirli asabaları kimlerdir? Abubakar, Ömer, Osman, Ali. Masablar neçedir? Hanefi, Hanbali, Maliki, Şafii. İman neye, neçe dakika inanmaktır? 6 dakika. Ne daklardır? Allah bir Allah'a peygamber. inanmak. Allah'tan inanmak, Peygamber'e